Вон там на скале остатки боевой башни. Там же остатки жилой и второй боевой башни. Это был мощный замок селения Халди. Вот часть селения Халди, где вот посередине домов тоже была разрушенная жилая башня. Вот это Халди. А здесь руины тоже жилой части поселения. Вот стены метровой толщины. Это тоже была жилая башня. Крепость, часть из крепости Халди. Здесь сохранился один этаж. Это пристройки к башне. Здесь был вход, и перед входом была пристройка. Здесь холодильник. Вот. Такие ниши делали для хранения быстрых продуктов, как холодильники своеобразные. Вот это тоже часть башни. Стены кто-то разрушил. Потихоньку памятники разрушаются. Вот мощные стены с пристройками. Был своеобразный замок. Ну вот вниз по гребню идут тоже строения этого комплекса. С каждым днем разрушается. Лет 20 назад здесь очень хорошо читалось поселение. Вот здесь был камень с петроглифами лет 20 назад, но сейчас его я не смог найти. Потому что часто дети и бабы скатывают по склону камни. Вот руины. Этот камень от входного проема жилой башни. Это была, как мы видим, двухэтажное строение. Это внутренний вид. Здесь наружная кладка. Здесь сверху еще был ряд и был камень с петроглифом. Но это верхних рядов уже нету. Комплекс. Вот тут руины, здесь руины. Вот здесь в углу небольшая ниша. Это был камин. По-чеченски толха.
Это поселение по гребню. Старая часть поселения. Здесь тоже вон остатки каменной кладки. Там внизу река Хелтвей-Эрк. В восточном деле в Чмахкойском Ахка у нас Эрк. Река. Кстати, слово Эрк с перестановкой в русском языке через Алану, аланское влияние, Эрк перешло в русский язык как река. Передний «е» у них опустился, потому что у них на «е» впереди слова не начинались, и «рес» «э» переставился, и «эрк» перешло в «рек», в «река». Вон там внизу водопад, он замерз. Дальше водопад опять Белая башня.